Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся на проспекте Ленина города Якутска, где полным ходом идет уборка снега. Маленький участок, буквально несколько метров, это 10 кубометров снега, то есть полный КАМАЗ. Фактически, чтобы убрать вот эти несколько метров, нужно сделать один огромный заход. И наши службы эксплуатации города Якутска работают круглосуточно ради уборки снега. Давайте разберемся, как это происходит. В этот период у нас начинается по трехмесячнику как раз активизация всех работ. На сегодняшний день снега по плану в городе Якутске вывезено примерно 30%. Самая активная фаза начинается в середине марта. И на сегодняшний день, если взять, у нас по уличной дорожной сети работает ежедневно от 7 бригад. Это порядка 50 машин в дневное время, в ночное время, смены круглосуточно. Также по линии территориальных органов управления работают отдельно подрядчики по вывозу междуквартальных проулков. У них тоже в каждом имеется по 2-3 единицы техники, работают больше 100 дворников ежедневно. Также работают управляющие компании, юридические лица, которые должны вывозить снег сами. Ну, то есть, если взять, у них в целом, наверное, примерно более 100 единиц техники на этот период задействовано. Это уборка с крыш, уборка наледей, вывоз с территориальных, с территорий своих. Но огромная работа ведется, и она как раз вот пиково приходит в середине марта. Скажите, пожалуйста, не холодно ли вам? Теплее одеваться, да и все. Бывает ли, где можно согреться? Все-таки физически тяжелый труд? Но пока возможность нет, пока машины загрузим, где в центре возможность есть, зайдем, погреемся. Рабочий день начинается у нас с 8 утра до 8 вечера, но также и люди работают и с 8 утра и до 4 вечера, потому что работа распределяется. С 8 до 4 это подготовительная работа, то есть с трактором подготавливают кучу снега, снимают лишний слой снега с тротуаров, с дороги, с обочин и так далее. А с 8 до 8 это уже идет погрузка снега. Также вот с бобкетом грузим КАМАЗы, уже подготовленные кучи либо после рабочих, либо после грейдеров. Но ночью работать легче, потому что меньше машин, меньше людей, опять же. Спокойнее намного, чем, допустим, в дневное время. Днем суета, машин много, людей много, все мешаются. Работается прекрасно, выносливость тоже повышается в связи с тем, что работаешь в 11-часовой рабочий день. По первости, конечно, было тяжело, потом каждым разом нагрузка где-то чуть больше, где-то чуть меньше. И так вот и привыкаешь. Родственники не зовут на дачу снег убрать? Иногда и самого дачи есть, тоже хватает снега, убираем. Говорят, у тебя опыт большой или как? 9 лет в этой организации уже работаю, поэтому уже прилично. Недавно были большие снегопады. Вообще не напрягает ли вас, когда выходишь, смотришь в окно и думаешь, опять привалило? Все-таки это Якутск, здесь должно быть снежно. И после снега обычно выходит усиленно. Это и грейдера, и снегопогрузчики, и поливомоечные машины подметают щетками. Опять же, спецтехника, это трактора, КАМАЗы. Стараемся убрать вовремя, быстро, но не всегда это получается. Видно, что у нас сейчас очень много дорог перекрыто по городу, очень много пробок. Даже вот сейчас после обеда уже очень большие пробки. Для уборки уличной дорожной сети в прошлом году была беспрецедентная закупка за последний год, обновление парка. Только на улицах на сегодняшний день ездят 6 новых грейдеров, 6 новых тракторов дополнительно взяли, 5 бобкетов, аналогов их, 2 самосвала. Обновление идет полным ходом, это позволяет нам больше и эффективнее убираться на улице. Снега в этом году много. На полигон снега за весь сезон завезено 292 тысячи кубометров снега, из них с улиц 192, все остальные это юридические лица. Неделю тому назад это было порядка 60 тысяч, а на сегодняшний день уже 100 тысяч кубических метров завозят частники и юридические лица. Здесь надо понимать, что для того, чтобы снег мы принимаем чистый, абсолютно бесплатно на 50 лет советской армии на полигоне снега, главное иметь лабораторную справочку. Справочку можно получить в лабораторных центрах. Это 202 микрорайон, 18 корпус, Ленина 35 и Аюнского 6Г. Есть такие специализированные предприятия. У нас в городе Якутске нововведение, у нас теперь не посыпается песком дороги и используется Отсек. Да. И скажите, пожалуйста, как поменялась вообще ситуация? Мы сейчас ведем справки, да? На самом деле, если брать до начала этого года, в предыдущем 22-21 зимний период,
то количество аварий, ну, оно, можно сказать, сохраняется, да, одинаковое количество, но надо учесть, что в 2021 году машин было намного меньше, были антиковидные мероприятия, не возили в час пик детей в школу, но это вот в основном вот в это время происходит аварии. И поэтому пока идет нормально. Но анализы по запыленности будем брать в апреле и в июле. То есть полный цикл мы должны пройти этот зимний период, осталось буквально месяц его использования. После этого будем смотреть, какие измерения нам дают, индикаторы. То есть запыленность, сколько аварийность меньше становится или нет, ну, разные характеристики. И обязательно на общественные слушания, скорее всего, вынесем этот вопрос. Некоторые жители замечают, вот прошел грейдер, например, и ну, по бокам дороги лежит снег. Ну и бывает, что сутки лежит, даже больше иногда. Как жители города могут повлиять на ситуацию? Что они могут сделать? Могут обратиться, ну, в территориальные органы управления, могут обратиться в ЕДДС. Мы работаем согласно графиков уборки. Но если есть где-то отставание, усиляем эти бригады. Ежедневно на снежный полигон заезжает до 60 фур. Объем от 10 до 30 кубометров снега. Это примерно как многоквартирный дом. Сейчас на полигоне около 300 тысяч кубометров снега, а эксперты говорят об экстремальном количестве выпавших осадков.